Мои бабушки Идрисова, Цаган и Эренценова года, как и все остальные калмыки, были сосланы в Сибирь, в Алтайский край и Омскую область. Моей маме на момент ссылки было всего 3 года. Голодное и холодное детство. Но, несмотря на все внешние препятствия и невзгоды, моя мама выстояла, получила высшее педагогическое образование в городе Ставрополе, посвятила себе школе и преподаванию. Таких примеров тысячи, но именно моя мама, Лиджигаряева Полина, является для меня примером и ориентиром по жизни. Стук в дверь. Поспешно мать накинула камзол. Была зима, декабрь месяц. За дверью солдаты с автоматами в руках сказали: «Собирайтесь». Увидев фото мужа в гимнастерке, сглотнул солдат и быстро произнес: «Возьми машинку, мать, тебе там пригодится, вещей теплее и еду бери». Но, поняв суть и смысл оброненной фразы, мать суетливо стала собирать вещей, пожитков теплых и еды, что было. Собаки лаяли, предчувствуя беду, кричали люди: «В чем мы виноваты?» Лишь в небе одинокая луна смотрела и сочувствовала людям. Затем погрузка, поезд, Улан-Холл, крики людей, состав, вагоны, мост, что построен был тогда, состав наш длинный проверял на прочность. Затем дорога длинная была, все холоднее становилось с каждым часом. Куда несет нас поезд, в чьи края, за что, зачем, висел вопрос. Никто не знал ответа.